Еще был вопрос, а, как же быть 20-летним или даже 40-летним людям, у которых нет ни кола, ни двора? Сейчас отвечу. Во-первых, надо работать над этим, да. А, Повезло, конечно, тем, у кого есть наследство от предков, да. А можно заявить о том, что вы вступили в наследство предков своих, у которых земля в собственности была, да? Не в праве собственности, а в собственности. Ну да ладно. А, ну, можно, ну, трудиться это в первую очередь, да, и не держаться за города. Есть вокруг мегаполисов села, в которых дома дешевые и территории побольше, чем в самом городе, если это небольшой город, да, а в мегаполисах так вообще. Выезжайте за город, берите задешево, ну, либо совсем развалюху, да, квартиры что же покупают под ремонт? Не суть, разберетесь, да. Выезжайте из мегаполиса, и не надо в 20-35 лет работать на кого-то, вот, и обеспечивая ценность денежным средством своим трудом. Так вот. А вообще можно заявить о том, что вы никогда не участвовали в приватизации, и есть, как это называется, сейчас придумаю это слово, есть постановление, что ли, консту- Конституционного суда о том, что вся приватизация не влечет правовых последствий. То есть она невозможна, в принципе невозможна. Не было референдума, и никто вам не выделял ничего. Поэтому приватизация– это прихватизация, не более того. Это незаконно. Вот. И вы нуждаетесь а, в социальном жилье. А, Не квартиру, а, не, как бы это вот правильно выразиться. В общем, именно жилище вам нужно. Жилище. Не надо какими-то словами это называть. Вам нужно жилище. Они вам все равно дадут квартиру. Дом они вам точно не дадут с землей. А вот квартиру они обязаны будут дать. Социальное жилье вам необходимо. Все.